الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Хвала Аллаху Субханаху ва Тааля. Продолжаем с вами уроки тафсира, толкования Корана. Мы с вами прерывались на месяц Рамадан. Сейчас же мы возобновляем. И последнее, что мы с вами изучили, это была история сотворения первого человека, Адама алейхиссалям. История сотворения первого человека, Адама алейхиссалям. История о том, как Аллах Субханаху ва Тааля обучил его именам вещей, затем показал его превосходство над ангелами и то, что Аллах Субханаху ва Тааля возвышает тех своих творений, кого пожелает, над другими, дав им знания, дав им способность поклоняться Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И последний аят, который мы с вами изучили, это был аят, где Аллах Субханаху ва Тааля повелел обитателям небес, ангелам, и в их числе Иблис, который был из числа джиннов, сделать саджда, поклон перед Адамом алейхиссалям. И ангелы преклонились, однако Иблис не сделал этого. Как Аллах говорит, «Аба вастакбара ва кана миналь кафирин», он возгордился, проявил высокомерие, проявил упрямство и тем самым стал одним из неверующих. И далее продолжается история нашего праотца Адама алейхиссалям. И если обратиться к книгам тафсира, к примеру, имам Ибн Каthир в своей книге тафсира приводит высказывания из Торы и также высказывания, которые приводят от сподвижника по имени Абдулла ибн Аббас, ему тоже приписывается в книгах по тафсиру, что после того, как Аллах Субханаху ва Тааля велел Адаму назвать имена вещей, да, мы эту историю изучили, Аллах Субханаху ва Тааля Адаму обучил имена вещей, а потом сказал ангелам, назовите эти вещи. Ангелы не смогли ничего сообщить, потому что Аллах Субханаху ва Тааля не дал им знания об этом. Но Адаму дал. И Адам алейхиссалям назвал вещи своими именами. И далее говорится, что Адам алейхиссалям уснул. И в это время Аллах Субханаху ва Тааля взял одно из его ребер из левой части и велел этому ребру произрасти, да, обложиться мясом, и создал из этого ребра супругу Хава. И имя ей Хава. По-русски говорят Ева. Если же по-арабски вернуться к хадисам, то звали ее Хава. Для чего? Для того, чтобы Адам находил в ней умиротворение, находил в ней спокойствие. «Литаскуну илейха», как говорится в Коране, Аллах Субханаху ва Тааля создал женщину для того, чтобы мужчина находил в ней успокоение, умиротворение. И когда Адам алейхиссалям очнулся, он увидел ее, и Аллах Субханаху ва Тааля сделал ее женой, супругой для Адама алейхиссалям. И вот здесь и продолжается история. Аллах говорит, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. И вот мы сказали, Аллах Субханаху ва Тааля, возвеличивая себя, говорит, и вот мы сказали, о Адам, поселись ты и твоя супруга, поселись ты вместе со своей супругой, то есть Хава. Где? Аль-Джанна, в раю, в саду. Слово Аль-Джанна переводится с арабского сад. Сад, в котором много деревьев.
Почему такой сад? У нас есть в арабском языке слово рауда и есть слово джанна. Оба можно перевести как сад. Рауда и джанна. Однако джаннатун – это сад густой, в котором много ветвей, много деревьев. И назван он так от арабского глагола джанна – покрывать, накрывать что-то. Потому что тот, кто находится внутри этого сада, он скрыт этими деревьями и растительностью, которая там находится. Как, например, в Коране Аллах Субхану ва Тааля использует этот глагол в истории Ибрахима, алейхиссалям. И говорит, «Фалямма джанна алейхи лейлю раа каукаба», и когда его покрыла ночь, джанна алейхи лейль, Ибрахим, алейхиссалям, раа каукаба, он увидел звезду. И дальше история Ибрахима, алейхиссалям. То есть вот этот глагол джанна скрывает. И от этого слова происходит джаннатун, сад, который обладает обильным количеством растительности, деревьев, которые скрывают того, кто находится внутри. И вот говорит Аллах Субхану ва Тааля, и мы сказали Адаму, поселись ты со своей супругой в раю и ешьте там рагадан хайту ши'тума, вдоволь, в волю, сколько пожелаете, где пожелаете, когда пожелаете, в этом значении приводится. Но однако не приближайтесь к этому дереву, ведь иначе вы станете одними из залимин, несправедливыми беззаконниками, которые приступают к границе Аллаха Субхану ва Тааля. Не приближайтесь к этому дереву. Здесь толкователи Корана говорят, что, возможно, подразумевается одно единственное дерево, конкретное, определенное дерево. Либо некоторые сказали, что, возможно, вид дерева, сорт какого-то дерева. В общем, прям в раю разновидностей деревьев есть, как у нас в нашем мире есть яблони, есть груша, есть вишня, есть разные деревья. И вот они разделяются по сортам. И также, говорят, в раю есть деревья разных, приносящие разные плоды. И когда говорится, не приближайтесь к этому дереву, тут, возможно, одно единственное дерево подразумевается, либо подразумевается какой-то определенный вид дерева, к которому нельзя приближаться. И что означает «не приближайтесь», то есть не ешьте плоды этого дерева. Не приближайтесь означает не ешьте плоды этого дерева. Касаемо того, что это за дерево, у нас информации нет. И как сказал Ибн Джарир ат-Табари, великий толкователь Корана, он говорит, что знание этого дерева, оно практической пользы не несет. Так же, как незнание не принесет вреда человеку. То есть это одно из вопросов, узнаем мы это, что за сорт дерева, от этого практической пользы у нас не будет. И если мы не знаем, мы тоже ничего не потеряем. И Аллах Субхану ва Тааля нам не сообщил. Где-то в других источниках, других верований приводится, что это была яблоня или еще какое-то дерево. Однако мы же говорим, что мы не знаем, нам неизвестно. Потому что ни в Коране, ни в достоверных хадисах от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сообщения у нас нету о виде и плодах этого дерева. Однако суть в том, что Аллах Субханаху ва Тааля заселил Адама с его супругой. И тут указание на то, что замужество, либо бракосочетание, никах, оно идет с самого начала сотворения человека. И что отношения между мужчиной и женщиной, они должны быть законными. Потому что здесь Аллах использует слово какое? Зауч, супруг, супруга. Этот статус приобретается после того, как мужчина и женщина вступят в законный брак. Никах проведут. Бракосочетаются, женятся. Они обретают статус зауч, муж и жена. И из этого ученые говорят, значит, никах, бракосочетание, оно было у людей всегда. И это есть закон Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, что отношения между мужчиной и женщиной, они могут быть лишь в том случае, если они узаконили их посредством брака, посредством никаха. И Аллах Субхану ва Тааля повелел им заселиться в этом раю и сказал вкушать плоды, какие они пожелают.
позволил им: «Куля минха рагадан хайθу ши'тума», ешьте где хотите, сколько хотите, как хотите, в какое время хотите, без каких-либо ограничений, за исключением одного дерева. Почему Аллах Субханаху ва Тааля исключил одно из деревьев? Это является испытанием для человека, для Адама, алейхиссалям, и его супруги. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля создал нас для испытания. И это испытание коснулось уже первого человека, Адама, алейхиссалям. Далее что произошло? И далее, что же в этом раю происходило? В других аятах Аллах Субханаху ва Тааля также говорит: «Инна лака алла таджуа фиха ва ла та'ра». И в этом раю ты не будешь испытывать голод, и также ты не будешь оголяться. То есть у тебя аурат, он будет покрыт. То есть у тебя в этом раю есть пища, и также есть одежда, которая тебя покрывает. Значит, рай, обитель, одежда, еда, все, что нужно для человека, есть вдоволь. И также и также ты не будешь испытывать жажду, и не коснется тебя жара и зной. То есть эта обитель, рай, также она имеет идеальный климат для существования человека. Но мы уже многие знаем, что произошло дальше. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Однако шайтан, Иблис, тот Иблис, который не преклонился по повелению Аллаха Субханаху ва Тааля перед Адамом, азаллахума, он побудил их споткнуться, сделал им васваса. И что? И вывел из их того состояния, в котором они находились. Из рая, который окутал их блаженством и благой жизнью. Вывел их оттуда. Стал причиной, что они споткнулись, ослушались, согрешили и были, как итог, низвергнуты и выведены из этого рая. В другой суре Аллах Субханаху ва Тааля описывает, как это произошло. Во-первых, Иблис втерся им в доверие. Аллах говорит: «Вaqasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin». Он говорит, поклялся им, что я лишь желаю вам блага, и я хочу дать вам дельный, нужный совет. Таким образом, Иблис, он втерся в доверие к Адаму и Хава. И далее говорил им: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Он сказал: «О Адам, хочешь, я покажу тебе на дерево, которое даст тебе вечность? Вечность пребывания здесь, вечная жизнь, и также одарит тебя могуществом безграничным, властью». Здесь Иблис сыграл уже на нафси человека. Вечность, вечное блаженство, вечное пребывание и власть, могущество. Таким образом, Иблис подобрался к Адаму и Хава. Тут иногда возникает вопрос: а как же Иблис смог сделать им васваса, если до этого Аллах Субханаху ва Тааля изгнал Иблиса из-за того, что он не сделал сажда? Ученые объясняют по-разному. Во-первых, то, что Аллах Субханаху ва Тааля изгнал Иблиса с небес, не исключает того, что Иблис мог иногда тайно заходить в райские сады и делать наущевание людям. Как, к примеру, приводят, что мечети, дома Аллаха на земле, но при этом джинны и шайтаны, они входят в мечети. И что делают? И делают васваса людям, которые находятся в мечетях. Которые делают, даже в намазе, когда человек стоит, джинны, шайтаны делают васваса, наущевание. И поэтому мы знаем, что если в намазе человек испытывает какие-то трудности, его одолевают разные мысли, он не может сосредоточиться, необходимо что сделать? Прибегнуть к Аллаху от шайтана, сказать «Ауду билляхи минаш шайтана раджим» и 3 раза поплевать в левую сторону. Это когда человек одолевает разные мысли в намазе. То есть получается, будучи даже в мечети, находясь даже в поклонении в намазе, человек не застрахован от наущевания джиннов и шайтанов. И также говорят,
то, что Иблис был изгнан и лишен милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, это не исключает того, что Иблис мог тайно как-то проходить в рай и там как-то влиять на Адама, алейхиссалям, и его жену Хава. Другие также говорят, что Иблис мог на границах рая ходить. Не обязательно, чтобы туда заходил. Он мог их где-то на путях, ведущих к раю, на границах рая, их как-то застать, как-то с ними поговорить, как-то им сделать наущевание. Но суть в том, что Аллах Субхану ва Тааля нам сообщил об этом, и мы должны быть убеждены в этом и верить в это. А как уже это произошло, Аллах Субхану ва Тааля сам знает лучше. И как итог, после этого наущевания, после этих слов Иблиса, Адам и Хава, они покусились на это запретное дерево и вкусили плоды, поели оттуда. И что же произошло? Аллах Субхану ва Тааля в другой суре у нас описывает и говорит: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. Они вкусили из этого плода и оголились их аурат, их срамные места. То есть одежда, которая их покрывала, одежда, которая покрывала их тела, она была убрана. И они оголились, стали нагими. И в это время они от стыда, Адам и Хава, начали они начали стараться покрыть свой аурат листьями деревьев рая. Листьями деревьев рая. И тут Аллах Субхану ва Тааля обратился к ним, да, со словами: разве я вам не запретил? Разве я вам не запретил приближаться к этому райскому дереву? И далее что произошло? Аллах Субхану ва Тааля говорит: مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. И когда шайтан вывел их из того состояния, в котором они находились, посредством васваса, Аллах сказал: «Кульна хбиту ба'дукум ли ба'дин аду». Мы сказали: снизойдите, спуститесь с этого рая. Ихбит, то есть спускаться вниз, да, или же низвергаться вниз. С арабского языка хабата, вниз опускаться. И это еще раз указание на то, что рай, в котором находился Адам и Хава, это рай, который на небесах. Это рай, который ждет людей после смерти. А не сады какие-то уже в этом мире. Потому что есть люди, которые высказали такое мнение, что под словом джанна подразумеваются некие сады, которые находились уже на земле. Однако, да, ученые говорят: нет, это был рай. Тот самый, который обещан людям после смерти, и множество на это указаний. Одно из указаний то, что Аллах говорит: ихбиту, снизойдите вниз, то есть снизойдите с рая на землю, и станьте друг другу врагами, и для вас на земле обитель, да, и предмет пользования до определенного срока. Снизойдите на землю, будучи врагами друг другу. О ком имеется? Кто враг друг другу? Люди, Адам алейхиссалям, Хава, и шайтан, Иблис, и его потомство, они враги. Они враги, которые, да, шайтан, как Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя таттаби'у хутувати шайтан». Не следуйте путями шайтана, его следами. Воистину, он для вас явный враг. И пути шайтана, они очень разнообразны. К примеру, шайтан человеку преуменьшает значимость греха. В его глазах этот грех становится маленьким. И поэтому ему становится легче выполнять этот грех. Как, к примеру, у нас хадис. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда проходил рядом с двумя могилами, он остановился и сказал: эти двое сейчас мучаются в могиле. И сказал: «Вама ю'адзабани фи кабир». Их причина, их страдания, мучения в могиле не есть что-то большое. Баля ва хуа кабир. Но однако это большое. Что это означает? Это не есть что-то большое, но наоборот оно великое.
То есть этот грех, из-за которого они мучаются, он в их глазах был маленьким. Однако перед Аллахом, субханаху ва тааля, он является большим, значимым грехом. И мы знаем, да, один из них был, который гайбет говорил, который между людьми распространял слова. И люди действительно легко смотрят на это. Вообще на грехи языка люди очень легко смотрят. Шайтан им это преуменьшил, потому что он легок, этот грех. А раз он легок, человек думает, значит, он незначителен. И также другой человек, он не очищался от мочи. Был пренебрежительно относился к этому вопросу, к вопросу очищения от мочи. Вот. Значит, в их глазах этот грех был мал, но перед Аллахом, субхану ва тааля, это действие являлось великим. И таким образом шайтан преуменьшает значимость греха, и человек впадает в этот грех. Либо также один из путей шайтана – это обманывание человека покаянием после греха. Он говорит, да ладно, согрешишь, потом тауба сделаешь. Это так и происходит, да? Когда человек испытывается каким-то страстью какой-то или еще какими-то действиями греховными, шайтан также ему внушает, не переживай, потом же можно тауба сделать. Потом можно тауба сделать. Таким образом, также человеку облегчается совершение греха. То есть путей у шайтана очень много для того, чтобы человека сбить. Но мы должны понимать, что он нам враг. Хадувум мубин, явный враг, который желает лишь того, чтобы мы лишились блага. Так же, как Адам и Хава лишились того блага, которое у них было. И далее Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Кульна хбиту минха джами'a, фа имма я'тияннакум минни худан, фаман таби'a худая, фаля хауфун алейхим ва лахум яхзанун». И мы сказали, не свергнитесь отсюда все. Повторяется, да? Это слова. Снизойдите отсюда все. То есть никто не остался в раю. Ни Адам, ни Хава, ни Иблис, все были спущены на землю. И толкователи Корана, да, даже некоторые указывают места, в которых они были спущены. К примеру, Таби'ин Аль-Хасан Аль-Басри говорит, что Адам, алейхиссалям, был низвергнут в землях Индии, он туда был спущен. Супруга Хава была спущена в землях современного города Джидда, который сегодня недалеко от Мекки находится. А Иблис был снизошел недалеко от города Басра, в землях Ирака. Вот. Даже такое вот разъяснение дается. И далее, что говорит Аллах? Снизойдите на эту землю все, и если к вам явится худа, руководство от меня, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Кто последует за ним, за этим руководством. Что подразумевается под руководством? Пророки и посланники Аллаха и его писания, которые были посланы людям. И кто будет руководствоваться этим, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, то их не коснется ни страх, и они не будут опечалены. Что означает не коснется ни страх, они не будут опечалены? Их не коснется страх за будущее, за следующую жизнь. И они не будут опечалены в этом мире. Их не коснется печаль. Ведь это руководство, оно принесет лишь благо человеку. Оно описывает то, что принесет пользу человеку, и запрещает то, что приносит вред человеку. И когда человек следует за этим руководством, Аллах Субханаху ва Тааля дает ему умиротворение в этом мире. Как, например, Аллах Субханаху ва Тааля говорит в другом аяте: «Ваман а'рада ан зикри, фа инна лаху ма'ишатан данка, ва нахшуруху йома аль-киямати а'ма». А тот же, кто отстранится от моего напоминания, то его ждет ма'ишатан данка. Тяжкая жизнь, тесная жизнь. Данк, да, тесная, сжатая жизнь. И действительно, человек, который далек от религии, его одолевает печаль. Он не мыслит широко, он не мыслит обширно. Он погряз в своих проблемах. Вот эта жизнь Аллах Субхану ва Тааля уготовил ему.
У него страх за будущее, у него печаль за прошлое, и он думает, лучше бы я сделал так, лучше бы я сделал по-другому. А тот, кто руководствуется посланием Аллаха, субханаху ва тааля, его сердце спокойно. Он не переживает за будущее, и он не печалится за прошлое. То есть это указание на то, что Аллах, субханаху ва тааля, не зверг людей на землю, но не оставил их без руководства. Не оставил их без руководства. Он послал им пророков и посланников. Для чего? Для того, чтобы они после жизни в этом мире могли обратно вернуться в рай. Чтобы люди могли обратно вернуться в рай. И тот, кто достигнет этой цели, его ждет лишь благая весть. Но те же, говорит Аллах, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Но те же, которые проявят неверие, и которые сочтут ложью наши послания, наше руководство, они будут обитателями огня. И будут они пребывать там вечно. В этом аяте Аллах Субхану ва Тааля в этих двух аятах разъяснил два пути. Третьего нету. Либо человек следует за посланием Аллаха Субхану ва Тааля, за его руководством, и как итог что приобретает? Благую жизнь, спокойствие, вечность. Либо же он отказывается, упрямится, проявляет неверие, высокомерие, гордыню, и его ждет, как итог, наказание и тяжкая жизнь в этом мире и в следующей жизни. Также мы с вами упустили один момент, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фаталякка Адаму мин раббихи калиматин фатаба алейхи». Один аят упустили. После того, как Адам, алейхиссалям, он согрешил, он что сделал? Аллах внушил ему слова покаяния. Что это за слова? Говорится, что это слова «Раббана заламна анфусана, ва иллям тагфир лана ва тархамна ланакунанна миналь хасирин» из суры Аль-А'раф. О наш Господь, мы согрешили, навредили самим себе, проявили несправедливость по отношению к самим себе. Это признание греха. И если же ты не простишь нас и не будешь милостив к нам, то мы, несомненно, окажемся среди потерпевших убыток. То есть Адам, алейхиссалям, когда согрешил, он покаялся в своем грехе. Фатаба алейхи, и Аллах Субханаху ва Тааля принял его покаяние. Воистину он принимающий покаяние милостивый. И тут пример двух грехов. Иблис и Адам, алейхиссалям. Иблис ослушался Аллаха, и Адам ослушался Аллаха. Однако суть ослушания Иблиса, она отличается от греха Адама. В чем? Иблис ослушался из-за высокомерия. И поэтому не смог покаяться. А Адам ослушался из-за страсти, следуя своей страсти. И он смог покаяться. И поэтому высокомерие очень страшный грех, очень страшный недуг, о котором пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: не войдет в рай человек, в сердце которого есть хотя бы пылинка высокомерия. И ученые объясняют, почему. Потому что высокомерие не позволяет человеку признавать свои собственные ошибки, каяться в своих грехах, как, к примеру, Иблис. Ведь Аллах ему дал возможность тоже покаяться. Да, когда он ослушался Аллаха, Аллах у него спросил: «Ма мана'ака ан тазджуда ид амартук». Что помешало тебе сделать сажда, когда я тебя повелел? Вот этот вопрос, это что? Это возможность Иблису покаяться и признать свою ошибку. Также после того, как Адам, алейхиссалям, съел запретный плод, Аллах у них спросил: «Алям анхакума, разве я вам не запретил?» То есть два творения, оба совершили грех, обоим было дарована возможность покаяться. Аллах Та'аля спросил у них, но Иблис из-за своего высокомерия, он что сделал? Он не признал свою ошибку. Он сказал: «Я лучше него». Он начал оправдывать свой грех. А Адам, алейхиссалям, он признал свою ошибку и покаялся перед Аллахом, субхану ва тааля, и Аллах принял его покаяние. Это еще раз указание на то, что высокомерие является очень тяжким и страшной болезнью сердца человека. Да, очистит нас Аллах, субхану ва тааля, от разных недугов, физических, так и душевных.
На этом завершим. Субханакаллахума бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله